администрации президента Владислав Юрьевич. Я думаю, справедливо будет поговорить, конечно, на усмотрение Владислава Юрьевича о том, что сегодня представляет из себя форум «Селигер». Мы провели обзорную экскурсию. Конечно, не все удалось показать, не все проекты, но, наверное, есть какое-то впечатление. Владислав Юрьевич был у нас на всех форумах и, соответственно, может сказать, я думаю, будет интересно, как мы меняемся, как меняются те форматы, те задачи. Я думаю, нам будет очень интересно узнать об этом. Добрый день. Я очень рад всех вас видеть. Кого-то наверняка вижу впервые, потому что я знаю, что в движение приходят новые люди. Вижу многих знакомых лиц тоже, чему очень рад. И что касается того, моих впечатлений о форуме, мне уже пришлось сегодня отвечать на этот вопрос. Действительно, меняется настроение, меняется атмосфера на этих форумах. Я думаю, что она меняется вместе с атмосферой в стране, вместе с теми задачами и программами, которые реализует наше общество. И поскольку движение наше возникло и продолжает развиваться как все-таки движение в значительной степени политическое, то естественным образом и само движение, и его задачи меняются вместе с политическими задачами. Еще совсем недавно вокруг нашей страны происходили так называемые цветные революции, наблюдалось очень активное вмешательство во внутренние дела государств, наших соседей, пытались, окрыленные успехами, как они считали успехами, у наших соседей эти люди работать в России. Я считаю, что в том, что угроза таких потрясений в стране была ликвидирована фактически, в этом огромная задача движения «Наши», огромный успех и достижение движения «Наши». Я хочу вам за это сказать еще раз большое спасибо, мне приходилось это говорить. Вы люди молодые, но многие из вас, кто участвовал в этой работе на всех этих стадиях, уже могут сказать, что в свои такие ранние молодые годы вы приняли участие в решении стратегической политической задачи и, больше того, решили эту задачу успешно. И тогда мы делали с вами акцент на рассуждениях о борьбе за безопасность нашей страны, о борьбе с терроризмом, о межнациональном мире в нашей стране, о недопустимости вмешательства в дела России со стороны зарубежных государств и навязывания нам каких-то рекомендаций, так скажем, мягко, по поводу того, как нам здесь жить. Мы считаем себя и считали себя тогда, но важно было объяснить это всему обществу, что мы сами люди достаточно умные, что российскому государству, слава богу, уже больше 1000 лет, что история нашей культуры и интеллектуальный уровень нашего общества позволяет нам самим разобраться с тем, что такое демократия, какой она должна быть и как она должна быть эффективной в условиях российской политической культуры. Мы делали акцент на суверенитете, на независимости нашего политического мышления, нашего политического строя и на том, что в мире глобальной конкуренции Россия должна существовать, Россия не должна быть раздавлена и уничтожена глобальными игроками другими, должна как минимум выжить и уметь конкурировать и бороться за свое место под солнцем, потому что от этого зависит не только само существование нашей страны, но и то, будет ли она богатой или нет. Это как в обществе, знаете, есть люди победнее, есть побогаче, есть поуспешнее, есть те, о ком заботятся успешные. Мне кажется, что русские, Россия, российская нация должна входить в круг успешных групп, да, будущего глобального общества. Мы не должны попасть в разряд тех, о ком будут заботиться более успешные глобальные игроки, как о каких-нибудь инвалидах или о каких-то недорослях. Вот поэтому наша цель проста, и она вполне, опять же, реалистична, потому что Россия на протяжении последних веков, можно сказать,
традиционно находилась в первой десятке мировых лидеров, и всегда удавалось ей сохранить эти позиции. Теперь, я думаю, мы присутствуем уже на новом историческом отрезке, и, конечно, всю жизнь говорить одно и то же мы с вами не должны. Мы не должны с вами всю жизнь решать одну и ту же задачу. Сила современных государств, сила современных обществ в их изменчивости, в умении меняться, подстраиваться, если угодно, и перенастраиваться в зависимости от задачи конкретных вызовов, которые стоят перед всеми нами. Поэтому мы не будем с вами, вызубрив что-то одно, да, всю жизнь потом это повторять, и мы должны решать новые задачи, ставить новые вопросы и вступать в новые дискуссии уже по другим поводам. Мне кажется, уже обсуждать то, должна ли наша демократия быть суверенной или нет, это бессмысленно. Мне кажется, для нас уже аксиома, что российское демократическое государство есть независимое, полноценное государство. Власть в нашей стране принадлежит ее народу, а не отдельным группам этого народа и не другим народам, а именно российскому народу, во всей его, как говорится, общности и цельности. Вот это, мне кажется, вопрос уже понятный, и благодаря тому, что мы об этом много рассуждали, сталкивались здесь с разными и возражениями, и с поддержкой тоже, и мы этот вопрос передаем в сферу аксиом, в сферу того, что для нас с вами очевидно. И повторять это каждый день, я думаю, смысла большого нет, хотя и забывать об этом тоже, на мой взгляд, не стоит. А теперь, мне кажется, надо дискутировать и думать о том, как в нашей суверенной стране добиться того, чтобы она жила на достойном уровне и чтобы она была конкурентоспособна. И, собственно говоря, все эти задачи мы и раньше с вами обсуждали, просто сейчас акцент надо сместить, мне кажется, именно в эту сферу, в сферу развития нашего общества, в сферу новых подходов как бы к самому духу нашему общественному. Я поясню, что я имею в виду. Собственно, стратегия 2020, которая декларирована и президентом Медведевым, и председателем Единой России, и премьер-министром Путиным, она фундаментальную ставит задачу по изменению самого типа нашего общества. Если кто-то воспринимает этот план как просто очередной план повышения производственных показателей, то это не так. Речь в этой программе идет о инновационной экономике, так называемой. Мы об этом сейчас любим порассуждать, но не всегда, мне кажется, понимаем, о чем мы говорим. Я очень рад, кстати говоря, о форуме, как он изменился. Я вижу и сегодня посмотрел кое-что, что определенное внимание уделяется техническому творчеству, да, как это называется в обиходе, и есть какие-то даже предметы, макеты, изобретения, опытные образцы, которые мы сегодня видели, в том числе и здесь вот недалеко. Я думаю, что есть несколько групп заблуждающихся людей на тему того, что такое инновационная экономика. Есть люди, которые считают, что надо закупить новейшее иностранное оборудование и поставить его у нас, и это будет новое, современное, а значит инновационное. Есть те, которые считают, что мы должны изобретать какие-то вещи вообще. То есть вот мне когда говорят, так давайте вот, чтобы люди нас изобретали, в целом как-то изобретали, и выделяют инновационную сферу в какую-то отдельную отрасль. Вот как говорят, есть промышленность, а есть какая-то инновационная сфера. Я даже слышу, что в выступлениях многих и больших экономических начальников инновационный сектор так и называется, сектором каким-то. На самом деле, это, на мой взгляд, это абсолютно ошибочное мнение, потому что дух инноваций, что такое инновация? Это новаторство, да, это внедрение всего нового, это нежелание мириться с тем, что есть, желание увидеть в любом предмете возможность его усовершенствовать. Вот есть этот микрофон, говорю я в нему, я должен подумать, а может этот микрофон быть еще более удобным, еще более компактным, и как бы сделать вообще так, чтобы и предмет этого на столе не было, а просто я говорил, и что-то усилило его звук. Например, да, я говорю, это очень прикладные вещи. И когда нас пытаются увести в сферу высоких рассуждений или сказать, что это какая-то отдельная отрасль, которой должны заниматься какие-то отдельные люди, это просто говорит о том, что людям
не хочется вплотную подходить к этому вопросу. Потому что если мы назовем с вами простые цифры, очень примитивные, я, к сожалению, сейчас подзабыл, плохо подготовился к нашей встрече, но они, поверьте, вы можете их легко найти. Возьмем любую крупную российскую компанию, неважно какую, неважно из какой сферы, никого не хочу называть. И возьмите такую же точно компанию, скажем, по объему продаж или по капитализации, да, на Западе. Сейчас, благо, многие наши компании стали сопоставимы с крупными игроками западными. И просто посмотрите статистику, сколько патентов на изобретение, на новые идеи, на их внедрение получила наша компания и сколько западная за один и тот же период времени. Я вас уверяю, что разница будет в десятки раз, а то и в сотни раз. А по некоторым сферам, я думаю, и в тысячи раз. Мы ничего не изобретаем. Это так. У нас много болтовни идет там о каких-то высоких технологиях, о том, что у нас вот где-то есть какие-то там невозможные какие-то, никому, правда, неизвестные технологии. Их нет на самом деле. Мы должны трезво и очень самокритично посмотреть вокруг себя. Мы одеты во все импортное. Мы строим на всем импортном. Все наши технологии импортные. Отсюда была дискуссия о демократии. Конечно, у демократии есть общие принципы. Но почему мы должны просто брать то, что придумали за нас, и у нас нет. Мы что, сами не можем размышлять о том, что такое общество свободных людей, о том, что такое справедливое общество, о том, что такое собственно свобода и что такое справедливость. Давайте мыслить самостоятельно в политике, предложили мы. Это не очень, кстати, получилось. Давайте прямо скажем. Но хоть мы желание такое обозначили, и сразу, кстати, получили большую критику. А что же говорить о мире техники, о мире вещей? Да, я считаю, что вещи на сегодняшний день, в сегодняшней цивилизации, которая ориентирована на безграничное потребление и считает потребление и его рост высшим благом для любого отдельно взятого человека, и ни к чему отдельно взятый человек все время не стремится, кроме как к увеличению собственного уровня потребления, так вещи в таких условиях вещи являются самым сильным инструментом политического влияния. И мы можем сколько угодно говорить о нашей независимости, самостоятельности, об особом складе нашего ума, об особых наших претензиях на роли в мире. Но пока на этом микрофоне написано Артур Форти, не знаю, правильно я прочитал или нет, мне бесполезно об этом разговаривать. Пока эта бутылка, она не нашего дизайна, она изобретена не здесь. Но наклейка на русском языке. Но вы прекрасно знаете, что это целиком импортная технология. Все вещи, которые вокруг нас, боюсь, что даже палатка, в которой мы сидим, изобретены не нами. И это очень печально. И об этом надо задуматься. И мне кажется, надо поднимать вот этот дух, желание менять мир. Не коснить вот этой стабильности. Ну вот она есть, вот наслаждайтесь. Она есть. Хватит о ней говорить. В том числе и с помощью движения наших мы ее добились, этой стабильности. Не пора ли теперь подумать о нестабильности? Потому что я считаю, что такое общество свободных людей? Я как-то говорю, что демократия – это политическая система, которая действует на пределе сложности. То есть это внутренне очень подвижная, очень хрупкая система, которая может сохранить себя только в динамике. Как только внутреннее движение прекращается, она обрушивается сама в себя. Это как езда на велосипеде, если не крутишь педали, то не едешь, теряешь равновесие. Пока мы в движении, мы стабильны. Если мы останавливаемся, мы начинаем деградировать. Вот мне кажется, надо перекодировать наше сознание и разбудить хотя бы в каких-то частях нашего общества, и, конечно, прежде всего думать о молодежи, желание к новаторству, к изобретательству, естественно, не абстрактному, потому что есть некоторые традиции российского изобретательства. Левша знаменитый, который, как известно, подковал блоху, если кто читал Лескова, то должен помнить, что блоха после этого, ее англичане сделали блоху, она же прыгала. А когда левша ее подковал, она прыгать перестала. Вот это, мне кажется, такая наша тема. Мы блеснули вроде, показали, что мы даже тоньше можем работать, но при этом не действует эта штука теперь. И вот это бессмысленное новаторство, которое, кстати, я отношу и коммунистический строй, из которого мы до сих пор выбираемся, бессмысленное и беспощадное новаторство, которое приводит просто к бреду, к порождению каких-то парадоксов, ненужных никому, мертвых идей, а порой просто опасных для жизни идей, нам вот его не надо. Мне кажется, мы должны заземлить наш русский идеализм. И вот
снизойти до уровня микрофонов, бутылок, извините, сантехники, стройматериалов, летательных аппаратов, если кто хочет что-то поромантичнее, пресловутых нанотехнологий, если уж на то пошло. Вот мы чем должны заниматься. И как можно больше уделять внимание, я на этом настаиваю, техническому творчеству. Потому что если мы научимся создавать вещи, сначала технологии, потом вещи, что тоже немаловажно. Мне вот говорят, экономика знаний, главное, чтобы мозги. Я согласен, что главное, чтобы мозги. Я в отпуске был в Германии. Я столько заводов, причем в курортных зонах они там находятся. Я не видел нигде. Это, кстати, третья экономика в мире. И там почему-то есть заводы. То есть не верьте людям, которые говорят, что главное сейчас знание. Это действительно главный капитал, это правда, и это прежде всего. Но знания еще надо воплощать, из них надо фабриковать вещи, надо производить что-то уметь. И надо, конечно, думать, что, потому что мы можем заниматься серийным производством, что у российских промышленников никогда особенно не получалось. Я не думаю, что вы назовете какой-то массовый товар, товар массового потребления, который пользовался большим успехом не то что в мире, но даже в нашей стране. Если... Ну, автомат Калашникова, да. Согласен, согласен. Вещь в быту остро необходимая, да. В условиях демократии, да. Вот, на самом деле, да, такие вещи есть, но их очень мало. И, может быть, нам специализироваться на каких-то эксклюзивных отраслях, как атомная энергетика, космос, там, опять же, нанотехнологии. То я не знаю, я не специалист. Я хочу лишь сказать сейчас о духе новаторском, который, конечно, надо пробуждать. У нас масса ребят живет, и людей, и взрослых людей за границей. И смотрите, что такое... И там они работают, на них. Да? И еще о чем я хотел сказать, что инновационная экономика не может быть создана без внимания к людям и без трепетного и бережного отношения к людям. В российской политической культуре свойственна некоторая размашистость в отношении отдельно взятых людей. Ну что там с ним разговаривать? Ты ему скажи там, что он там. Да, вот это вот стиль общения, который направлен обычно на подавление, да, и когда любой человек интересный, образованный, который чего-то хочет, вызывает скорее настороженность среди окружающих. И все как-то начинают думать об этом человеке, что он какой-то беспокойный, там, и давайте лучше как-то потише и поспокойней. Но вот эту проблему надо изживать, потому что инновационная экономика будет пустыми словами, если государство не поставит свои приоритетные задачи, не говорить о человеческом факторе, о человеческом капитале. Это хорошие, красивые, правильные слова, их тоже надо повторять. Но надо заниматься элементарным, просто приобретением людей. Надо людей находить, во-первых, выявлять, заниматься ими прямо штучно совсем. Прямо вот